Сохранение здоровья детей – одна из основных задач государственной политики Российской Федерации. Эту неделю Минздрав России объявил неделей здоровья матери и ребенка. Об этом говорит подробнее. У нас в гостях заведующий отделением городского клинического перинатального центра города Уфы Дина Абсалямова. Дина Фархадовна, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Начнем с подготовки, с планирования к беременности, к рождению ребенка. Сегодня вообще насколько серьезно к этому процессу подходят будущие мамы? Ну, я думаю, что будущие сегодня, родители. да, сегодня будущие мамы очень серьезно подходят к этому вопросу. Я, как врач-акушер-гинеколог, очень рада этому, что приходят девушки заранее. И, конечно, хотелось бы, чтобы это было хотя бы минимум за полгода до планируемого зачатия. Вот, дата зачатия, естественно, выбирается супругами, они к этому готовятся. Но врач и акушер-гинеколог, и другие смежные специалисты, конечно, помогут женщине подготовиться, повысить свой уровень здоровья. Это не только касается по гинекологической части, но и в общем, потому что женщины могут иметь сопутствующие заболевания, которые также повлияют на течение беременности, могут дать или обострение, или ухудшение состояния, как матери, так и ребенка. И женщина, которая знает, вооружена и заранее оздоровилась, она, конечно, получает лучший результат, то есть более качественное течение беременности и рождение максимально здорового малыша. Посещение врача за полгода – это только женская история? Я буду так вставлять мужские 5 копеек в разговор. Ну, в зачатии участвуют оба супруга, и поэтому желательно… Оказывается, да, собственно? Да, и желательно, чтобы мужчина тоже прошел хотя бы небольшое обследование, так скажем, чекап у специалистов профиля по мужскому здоровью. Это врач-уролог или врач-андролог. Вот, и уже совместно с супругой они знали, что они готовы, они здоровы. И в дальнейшем, когда уже беременность наступила, хотелось бы, чтобы мужчины тоже понимали, что у женщин гормональный фон, который возникает с первого дня зачатия, независимо от того, хочет женщина или нет, он дает вот это материнство, вот эту радость еще при нерожденном ребенке. Вот, а у мужчины, получается, отцовство возникает уже при получении уже факта, да, то есть когда ребенок родился. И вот мужчина, который готовился заранее, который прошел с супругой, может быть, какие-то дополнительные исследования, приходил на УЗИ, поддерживал ее, конечно, он становится отцом максимально быстро, рано и, в общем-то, доволен своим новым статусом. За полгода начать подготовку нужно идти по месту жительства просто к терапевту и сказать, мне нужно подготовиться. Ну, мы планируем ребенка. Да, начинает, конечно, женщина с врача-акушера-гинеколога, вот, но если она еще не будет скрывать свои заболевания какие-то, может быть, с детского возраста, да, то врач-акушер-гинеколог направит ее к терапевту, и терапевт уже будет разбираться, какие еще нужны специалисты, потому что некоторые женщины думают, что это только значит, женской консультации. На самом деле участвует целая команда врачей. Есть обязательные врачи, которые поддерживают женщину во время беременности, да, и помогают там готовиться к зачатию. Вот это основные — это терапевт, эндокринолог, врач-уролог, может быть, да, вот, окулист, стоматолог тоже очень важное значение имеет. Но есть еще более, так сказать, редкие патологии, которые встречаются сейчас часто не из-за того, что женщины стали более больные, вот, из-за того, что мы больше обследуем, у нас медицина развивается, с каждым годом все больше и больше. И поэтому женщина может быть направлена еще к другим специалистам, более узким, например, гематолог по состоянию крови. Да, такие вот. Да, многие мамы будущие возмущаются. Столько нужно пройти докторов-специалистов, столько обследований, столько анализов, и не все понимают, зачем. Думают, что навязывают услуги какие-то, да, и тратят много времени на это. Ну, видите, как бы есть понятие нормально протекающей беременности, да, то есть это женщина, которая не имеет осложнений во время беременности, не имеет сопутствующих экстрагенитальных, мы говорим, то есть не связанные с женской репродуктивной системой органов заболевания. И если женщина относится к этой категории, конечно, она пройдет минимум обследований, стандарт, это он принят у нас Минздравом Российской Федерации, мы его придерживаемся, и там есть определенное количество приемов, да, не очень большое, определенное количество анализов и специалистов.
Но если женщина не относится к этой категории, у нас есть группы риска. Беременные – это низкого риска, умеренного и высокого риска, да, по развитию каких-то осложнений со стороны и ее здоровья или плода. Тогда женщина наблюдается у более широкого спектра специалистов. Она должна понимать, что чем больше она обследуется, тем лучше результат. Некоторые женщины до беременности бывает, что не знают, что у них есть даже какие-то врожденные такие небольшие отклонения, как, например, ну, так скажем, малые пороки сердца. То есть если не дообследовали ее в процессе детского возраста, или она находилась как-то далеко от, допустим, места жительства, уезжала куда-то, и это обнаружится во время беременности, и хорошо бы, конечно, это все подкорректировать, поднаблюдать, да, и получить уже результат. Но и беременность – это своего рода триггер, когда наружу выходят, могут выйти, не дай бог, конечно же, те заболевания, о которых ты, в общем-то, даже не знал. Я правильно понимаю? Да, возможно и такое, что беременность может являться триггером, например, гестационный сахарный диабет. Это состояние, то есть сахарный диабет, который может возникнуть во время беременности, да, пройти всю беременность и уже при нормальном лечении, адекватном, да, ведении, то после беременности, естественно, этот диагноз снимается. То есть впервые возникший именно во время беременности. Такие состояния тоже могут быть. И это мы не пугаем женщин, да, что они все в группе риска. Нет, конечно, там есть определенные факторы, и женщина должна понимать, что эти факторы стандартны для всех. Это у нас нездоровый образ жизни, это вредные привычки, это избыточная масса тела, да, неконтролируемая. Ну и остальное уже все знают, там, профвредности. Что касается групп риска, именно вот поэтому, исправьте меня, если я вдруг не права, женщине говорят, вот рожать вы будете там, в том или ином роддоме, а не в том, который, например, женщина сама себе выбрала. Такое тоже часто бывает. Да, у нас в Башкирии есть несколько уровней оказания медицинской помощи беременным и роженицам. Естественно, первый уровень – это для женщин группы низкого риска, это регионы, да, у нас наши районные больницы. Потом дальше городской уровень, это второй уровень оказания помощи. Там рожают женщины, те, которые не имеют серьезных осложнений, да, в течение беременности и сопутствующих тяжелых заболеваний. Вот. И также планируется, что ребенок будет относительно здоров, прогноз, да, и не будет преждевременных родов. И уже третий уровень – это республиканский перинатальный центр, городской клинический перинатальный центр, республиканская клиническая больница имени Куватова. Эти уровни уже говорят о том, что женщина заслуживает внимания, и когда врач все-таки беседует с женщиной, он пытается объяснить ситуацию, что рождение в том роддоме, который она выбрала, допустим, небольшом, уютном, потому что мама рядом живет, это, конечно, может быть хорошо с удобства именно мамы и дочки, да, принести какие-то передачи, продукты, но для того, чтобы был хороший результат, конечно, женщина должна слушаться в этом плане команды врачей. Система родовспоможения работает во благо исключительно, да, а не потому, что вот им так захотелось, да, и они идут против желания мамы. Что касается безопасности, за безопасность, естественно, отвечает мама. Вот этот вот масочный режим, я просто смотрю, многие женщины, будущие мамы, беременные женщины, они ходят в масках, но не все. А это обязательное условие при посещении места массового скопления. Ну, сейчас у нас введены карантинные меры, они сохраняются, да, что масочный режим в медицинских учреждениях рекомендован посетителям, да, пациенткам, в том числе и в женских консультациях. И женщина должна понимать, что маска, она, конечно, может мешает, там, затруднение дыхания, ей кажется, психологической больше, скорее всего. Вот, но в то же время она спасает от вирусных инфекций, а вирусные инфекции у нас, они не такие безобидные во время беременности, как, допустим, обычные ОРВИ вне уже этого состояния. То есть на малых сроках, допустим, вирусные инфекции могут приводить к угрозе выкидыша, да? То есть перенесенная температура может тоже спровоцировать появление каких-то дефектов у плода на малых сроках, да? И на больших сроках тоже также мы не забываем о рисках внутриутробного инфицирования у женщин, которые перенесли бактериальную или вирусную инфекцию. Естественно, если женщина себя хочет обезопасить, то, в принципе, ношение маски на период посещения врача, это обычно 30-40 минут, не больше, с учетом прихода и ухода из поликлиники или женской консультации. Я думаю, что это хорошо. Что мы пожелаем будущим мамам?
Ну, конечно, хотелось бы, чтобы беременность протекала у всех просто замечательно. Рожали все девушки срок, рожали здоровых, замечательных, чудесных малышей, наслаждались грудным вскармливанием, наслаждались семейным счастьем уже на новом уровне, когда было двое, а стало трое, да, и планировали все-таки не одного ребенка, планировали 2-3 детей и как можно раньше, то есть не затягивали процесс деторождения. Спасибо вам огромное, Дин Фархадовна. Мы желаем вам хорошего продолжения этого понедельника. Всем нашим зрителям напоминаем, что эта неделя, она была обозначена Министерством здравоохранения России неделей защиты матери и ребенка. Здоровья матери недели и здоровья, ребенка. да, матери и ребенка. Но, собственно, здесь мы можем расширить, да, на правах ведущих нашей программы зрителям телеканала БСТ всем абсолютно пожелать самого крепкого здоровья.